Для Заремы Цгоевой эти роды вторые. Ее первенец – девочка. Зарема признается, что мечтала и о сыне. С радостным событием появились и новые хлопоты, не всегда приятные. Материнский капитал для молодой мамы не является самоцелью, однако дополнительные средства значительно облегчат жизнь семьи. Я считаю, что материнский капитал – это очень хорошая помощь матери. Как и каждая мать, я думаю о том, чтобы мой ребенок в последующем не остался без жилья. Наверное, мы сделаем вклад в ипотеку. В преддверии Дня матери специалисты пенсионного фонда провели выездную консультацию для пациенток роддома номер 2. Новоиспеченные мамы и те, кто в ближайшее время обретут этот статус, получили информацию о своих правах на социальную государственную поддержку. Программа «Материнский капитал» действует более 8 лет. За это время сумма субсидий выросла вдвое. Закон позволяет использовать средства на улучшение жилищных условий, образование детей и будущую пенсию мамы. На сегодняшний день уже более 37 тысяч семей по республике имеют сертификат на материнский капитал. Из них свыше 15 тысяч уже воспользовались этими средствами. Ну, конечно, львиная доля – это около 15 тысяч. Это улучшение жилищных условий, по этому направлению направили средства. И 226 семей на образование детей. На вопросы пациенток ответили и представители Республиканского фонда социального страхования и Сбербанка. Будущим мамам рассказали об изменениях в законе касательно этой субсидии и о том, как максимально выгодно для себя использовать эти средства. Ангела Кубалова, Яна Гагиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.